Здравствуйте, это предновогодний выпуск футбольного тележурнала на БСТ. Мы прощаемся с 2012 годом под девизом «Футбольный клуб Уфа. Даешь премьер-лигу». И вот представление самых красивых игрушек на нашей предпраздничной телеелке. 2 года, много или мало? Хочется в премьер-лигу выйти с командой. Футбольный клуб Уфа скромно празднует день рождения. Какой красивее! Рейтинг самых лучших голов Уфы от нашей программы. Подведение итогов года. Нашим футболистам желаю побед. И планы на следующий год. Коллективный подход к хвойному дереву. В следующем году будем играть по системе елочка. Агидель нарядила ель. Смотрите программу «Уфа. Даешь премьер-лигу» на БСТ. Одним из первых свое новогоднее поздравление специально для нашей программы озвучил президент футбольной национальной лиги. Слово Игорю Ефремову. Я хочу пожелать на Новый год искреннего, бескомпромиссного, интересного футбола, безусловно, здоровья, удачи, процветания, и чтобы те чаяния и мысли, которыми они живут, только сбывались, не только в следующем году, но и вообще. А клубу я хочу пожелать развития позитивного, и чтобы цели, которые они перед собой ставят, обязательно были достигнуты. Это не последнее новогоднее поздравление в нашей сегодняшней программе. Но вот интересно, никто не вспомнил еще один повод для того, чтобы поздравить наш футбольный клуб. 23 декабря он праздновал свой день рождения. Ровно 2 года назад был создан футбольный клуб Уфа. Возрождение профессионального футбола в столице Башкортостана произошло 3 года назад. Созданная группа энтузиастов команда Башинформсвязь «Динамо» звезд с неба не хватало. Государственной поддержкой не пользовалась и играла в основном доморощенными футболистами. Были и победы, и красивые голы, но сезонные результаты выступлений в зональном турнире первенства страны во 2-м дивизионе не носили серьезных устремлений. Гром грянул, когда на футбол в Уфе обратили внимание представители республиканской власти. Получивший серьезное финансирование так называемый президентский проект выглядел солидно. Поднимать ФК Уфа был призван знаменитый Андрей Кончельскис. Состав команды набирался с масштабом. Всего за 1,5 года сезона 2011-12 через Уфу прошло почти 40 футболистов, но результат оказался неутешительным. Задачу напрямую выйти в ФНЛ вместо башкирской дружины выполнил сосед из Татарстана «Нефтехимик». В итоге Кончельскис покинул тренерский мостик команды за несколько туров до конца первенства, когда догнать нижнекамцев было уже невозможно. А управлять Уфой был призван Игорь Колыванов. Андрей Антонасович Кончельскис провел здесь прекрасный год, создал хорошую команду. Я благодарен, но жизнь продолжается. Руководство клуба решило так, чтобы пригласить меня в следующий год работать. Ну, я с удовольствием принял это предложение и буду во благо уфимского футбола работать сейчас. Благодаря отказу от выступления в ФНЛ сразу нескольких команд Уфа получила повышение в классе. Но чтобы сформировать боеспособный коллектив, у Колыванова и его верного соратника Виктора Лосева имелось меньше недели. Тренерское чутье позволило точечно и практически безошибочно набрать футболистов до начала сезона. Большой удачей стало возвращение в Уфу местного воспитанника, игрока молодежной команды ЦСКА Александра Васильева. Исторический первый гол Уфы в его исполнении стал первой платой болельщикам за стабильные аншлаги. Чуть позже функционеры клуба сумели совершить еще один важный трансфер, вернув в родной город игрока молодежной сборной России Юрия Кириллова. Приглашение поступило, вот и вернулся. Хочу помочь команде, чтобы команда играла хорошо, то есть достигла каких-то результатов высоких. По турнирной тропе Уфа движется довольно уверенно. Одержано несколько важных гостевых побед. После одного из туров новичок лиги даже возглавлял первенство ФНЛ. При этом практически все игроки команды амбициозны и одержимы одной целью. Ближайшая мечта, конечно, хочется в премьер-лигу выйти с командой. Поэтому будем стараться играть в каждом матче на победу. А там посмотрим, как дело будет. Выходить в премьер-лигу здесь и сейчас в Уфе пока никто не собирается. Параллельно с выступлением команды в национальной лиге ведется реконструкция стадиона «Нефтяник». Полномерно завершается выстраивание клубной инфраструктуры, в том числе и футбольной академии. В 2012-м футбольный клуб Уфа показывал вполне результативный футбол. Мы вновь отсмотрели все забитые голы и выбрали самые красивые и самые важные. Слово Артему Кочешеву. В 21 матче уфимцы забили 22 мяча, из них 21 с игры и лишь один с 11-метрового. Больше всех голов на счету Михаила Маркосова – 9. 3 у Виталия Галыша. По 2 на свой счет записали Роман Войдель, Михаил Попов и Сергей Путилин. Лишь однажды отличились Александр Васильев, Диего, Андрей Смирнов и Юрий Кириллов.
Чаще всего взятие ворот уфимцами происходило после стандартных положений. Итак, десятка самых красивых голов уфимцев ФНЛ по версии нашей программы. На 10-м месте мяч Михаила Маркосова в ворота белгородского «Салюта». И если в ударе Маркосова нет ничего необычного, то голевая передача Тишкина, сделанная лицом, заслуживает пристального внимания. На 9-м месте гол Романа Войдаля красноярскому Енисею. Угловые для Уфы страшное оружие. Вот и в этом эпизоде все было сделано как нельзя лучше. Хитрый Войдаль дождался отскока и вколотил мяч в сетку. Сергей Путилин – центральный защитник, а это не помешало ему забивать в 2 матчах подряд против Сибири и Химок. В наш хит-парад вошел гол подмосковной команде, вновь забитый после розыгрыша стандарта. Седьмое место у Виталия Галыша. В матче с «Торпедо» ему удалось оформить дубль за 6 минут, а его удар с острого угла занимает заслуженное место в десятке лучших. Шестое место и гол Юрия Кириллова Химкам. Сложно переоценить этот мяч по степени важности. Игра с Химками уже катилась к ничейному результату, но вышедший на замену Кириллов подарил своей команде 2 дополнительных очка уже в добавленное время. Пятое место и еще один мяч Михаила Маркосова и еще одно взятие ворот, принесшее уфимцам победу на последних минутах. На этот раз над Шинником. К тому же мяч, забитый затылком, явление довольно редкое. Четвертое место, и тут снова он, великий и ужасный Михаил Маркосов. Последний гол Уфы в уходящем 2012-м ворота Ротора получился на заглядение. Изящная комбинация с пасом пяткой в исполнении Никиты Малярова и уверенное завершение атаки лучшим бомбардиром Уфы. Единственный гол Диего открывает тройку призеров. Такой мяч мог забить, пожалуй, только бразилец. Для его исполнения потребовалась кошачья пластика южноамериканского легионера Уфы. На втором месте, возможно, не самый красивый, но, безусловно, на данный момент важнейший мяч Уфы. Первый гол ФНЛ на родном стадионе в исполнении уфимского воспитанника Александра Васильева дорогого стоит. Первое место, и здесь оказывается мяч капитана Уфы Михаила Попова. Дальний удар по воротам Петра Треста не принес очков, но победу в нашем хит-параде заслужил.
Прописался в Уфе надолго и всерьез. Это главный слоган прошедшей пресс-конференции, на которой футбольный клуб Уфа подвел итоги 2012 календарного года. В общении с представителями средств массовой информации приняло участие руководство столичного футбольного клуба. Как отметили Марат Магадеев и Шамиль Газизов, в Уфе сложилась позитивная аура вокруг дебютанта футбольной национальной лиги. Команда показывает интересную игру, дающую положительный результат. Болельщики реагируют на это заполняемостью трибун стадиона «Динамо». Задача закрепиться в лиге выполняется успешно. Вполне возможно, уже в следующем сезоне перед футбольным клубом Уфа, имеющим стабильное финансирование, будет ставиться цель выхода в премьер-лигу. В начале января команда выйдет из отпуска и проведет несколько тренировочных сборов, на которые будут приглашены потенциальные новички. В целом, успешная жизнедеятельность основной команды плодотворно влияет на развитие футбола в республике. Сразу после общения с журналистами председатель попечительского совета футбольного клуба Уфа Марат Магадеев поделился своими новогодними пожеланиями футболистам, болельщикам и телезрителям нашей программы. Обычно желают удачи. Но я всегда говорю, удача нужна неудачникам, а нам нужна победа. Я нашим игрокам, нашим футболистам желаю побед, нашим болельщикам желаю, чтобы они любили нас, наш клуб, ходили на наши игры так же активно, как в этом году. Приходили, болели за нас, поддерживали нас. Потому что я думаю, что те игры, которые наш клуб ведет, самоотверженно до последней минуты, они этого заслуживают. Ну и мы стараемся для болельщиков сделать максимум, создавать какие-то удобства, условия. И открыты для них. Поэтому думаю, что у нас хорошие болельщики. Спасибо им за это. До новых встреч на стадионе. Ну и какие-то пожелания тем, кто смотрит программу «Футбольный клуб Уфа» даешь премьер-лигу? Я не буду оригинален. Я вообще хотел поблагодарить тебя, Максим, за то, что вот эту передачу ты создал. Я бы пожелал ей больших успехов в дальнейшем, чтобы она была такой же интересной, может быть, еще интереснее. И чтобы ты все-таки создал обратную связь с болельщиками. Ну и чтобы формат увеличивался, чтобы время увеличилось, креативное время было. В целом, успехов тебе. А теперь эксклюзивное интервью генерального директора футбольного клуба Уфа Шамиля Газизова специально для нашей программы. Знаменателен этот год был тем, что футбольный клуб Уфа в первый раз в своей истории, команда вообще Уфы оказалась в первом дивизионе российского футбола. Это самое главное достижение было в этом году. Плюс я считаю, что мы очень неплохую игру показали, хороший результат. Мы двигаемся вперед, улучшаем материально-техническую базу. То есть развитие футбола в республике, в частности, футбольный клуб Уфа, идет очень хорошими шагами. Это самое лучшее, и у нас только позитивные моменты. Не буду лукавить, хочу сказать, что мы будем большие задачи ставить на следующий год. Большие задачи ставить будем. Получится или не получится, это покажет время. Но то, что мы набираем мускулы и мы становимся амбициозным клубом, дает нам право думать о том, что не замахнуться ли нам куда-то повыше. Может быть, это будет на следующий год, хотя, может быть, нам это рано еще. Но мы будем всегда играть только на победу. Но и будем, естественно, улучшать свою материально-техническую базу. О чем мне хотелось бы, чтобы все-таки наши болельщики, уважаемые любители футбола и спорта все-таки были в благоприятных условиях и в более таких современных условиях смотрели футбол. Естественно, тогда и сам футбол будет лучше выглядеть. Ну, мы все заряжены одной идеей. То есть мы заряжены идеей то, что футбол нужен Башкортостану. Вот, это и совет учредителей знает об этом и хочет этого добиться. То есть, естественно, и все работники клуба это поддерживают.
Ну, еще уж не говорю я о тренерском штабе. То есть он подобрался у нас очень хороший, тоже амбициозный. К тому же Игорю Колывану очень много предложений приходит там уйти куда-то там тренером, либо вторым тренером там в сборную. Он не идет только из одного, что он хочет доказать всем и себе в первую очередь, что он главный тренер. И я полностью его поддерживаю. Мне нравится стиль его, как он делает все это. То есть у них очень хороший тандем именно с Виктором Васильевичем Лосевым. Считаю, что команда у нас, которая подобралась сегодня, я не скажу, что она какая-то там мощная, и она тактически грамотная команда. Мы пока все делаем правильно. Где-то, может быть, мастерства у нас не хватает, но все, что мы творим на поле, а я говорю, что творим, оно там какой-то свой результат дает. С тем, что вот футбольный клуб Уфа появился, это уже долгий довольно-таки проект, 2,5 года, если так брать, да, там уже идет. Да, получается 2 года, это с лишним, да, 2 года. Вот. За это время очень много футбольный клуб помощь приносит, там мячи, форму, какие-то проводятся турниры. Естественно, это все будет еще увеличиваться и увеличиваться. До какой поры это будет идти? Там, наверное, когда-то будет этому предел, но пока мы только на начале пути. Вот. И я надеюсь, что все-таки футбол, особенно детско-юношеский футбол, он будет в республике очень серьезно представлен. Мы первые шаги делаем. Мы сегодня, если бы, я так скажу, наверное, если бы мы сейчас захотели собрать, например, или дали клик, что футбольный клуб Уфа набирает мальчишек там, и девочек для там, набор просто проводит, я думаю, что 1000 пришло бы детей. 1000. У нас просто сегодня нету даже возможности это принять. Поэтому, может, пока это не делаем. А так, в будущем, когда, наверное, все-таки нефтяник запустится, первым делом мы будем набирать именно в свою футбольную школу детей. Все зависит не только от нашего желания. Все-таки ко всему к этому нужно материально-техническое обеспечение. Да? Все-таки без этого бесполезно. То есть для пляжного футбола мы должны подготовить определенные условия. Что касается мини, у нас все условия в Башкортостане есть, чтобы воссоздать обратно, хотя бы прийти на тот же уровень, как была мини-футбольная команда «Тималь», мы можем в течение небольшого количества времени дойти. Тем более ряд игроков, которые раньше у нас играл, они все играют в Суперлиге России. И мы могли бы даже обратно воссоздать команду. Но надеюсь, что все-таки в течение, наверное, 2 лет мы какие-то движения сделаем. Мне тоже хочется вернуться и как председатель башкирского футбола. Да, я понимаю, что очень много времени мы все проводим в залах. Вот, если у нас как бы нету мини-футбольной команды, та, которая будет представлять республику на высоте, то с самой лестницей она сама теряется. Суть под этим. В любом случае должен быть суперклуб, а потом все остальная структура, чтобы мальчишки, девчонки, они должны о чем-то мечтать. Нельзя там быть, тренироваться для того, чтобы тренироваться. Все равно должны быть у здорового человека, тем более если он спортсмен, должны быть амбиции. Мы все хотим стать первыми. Но никто не отменял и девиза, что участвовать все должны, да? Ну и вот так. От 2013 года мы ждем много всего футбольного. Но сколько людей, столько и мнений. Мы провели коллективный срез футбольной общественности и узнали ближайшие планы. В 2013 году самое мое большое желание, чтобы команда Стертамака опять участвовала в чемпионате Башкирии. И не просто участвовала, а занимала те места, именно, которые мы занимали всегда. То есть были и чемпионами, и призерами, и обладателями кубка, и обладателями суперкубка. Вот такая моя мечта. Уфа-2 находится сейчас в 7-м месте. Остаемся всего лишь 4 очка в 4-м месте. Усиление у нас очень хорошее. Вернулись ребята из Сучили. Я думаю, что в 2-м круге мы покажем более хороший футбол. И будет результат, и будем турнирную таблицу поднимать выше.
во-первых, мы будем тренироваться, усилим, надеюсь, команду, будем также, думаю, займем в зоне первое место, но в финале мы будем, конечно же, бороться, чтобы войти в тройку. Пожелаю футбольному клубу Уфа, в принципе, следил я, вот пока в Уфе 4 месяца я был, следил за командой, в принципе, команда на ходу. Я думаю, что успех не за горами, именно под задачей премьер-лиги. Прежде всего в игровом плане успех команды, в общем, стремиться повыше, подняться в турнирную таблицу. Да, первый год играем в ПДЛ. На данный момент находимся в середине турнирной таблицы. Небольшой отрыв от 3-4 места, поэтому постараемся удивить публику, постараемся сыграть на результат и занять как можно выше место в чемпионате ФНЛ. У любителей спорта нашей республики даже без выступлений футбольного клуба Уфа сейчас горячая спортивная пора. В Уфе стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею. Наблюдая за ресталищами ледовых рыцарей, как ни странно, болельщики вспоминают об Уфе. О футбольной Уфе не верите? Ну да, конечно. Что можете сказать о нашей команде? Ну, прогрессирует на глазах. Удачи команде. Да, поддерживаю футбольный клуб. Больше, конечно, я на хоккеем интересуюсь. Но футбол тоже иногда хожу на это и поддерживаю футбольный клуб Уфа. Да, они все-таки достигли уже своих каких-то высот. И я думаю, что футбол тоже у нас поднимется. Болельщики, которые хоккеем, как правило, интересуются, им еще и футбол интересен. Вы футболом интересуетесь и болеете за футбольный клуб Уфа, нашу команду? Ребенок очень сильно болеет, интересуется. Кто у тебя любимый футболист ФК Уфа? Диего Карлос. Я слежу за футбольным клубом Агидель, футбольная команда женская тоже. Вот. Хорошие девчонки, смотрю, прихожу к ним на матчи, нравится, болею тоже за них. Последней, кстати, в нашем опросе участвовала представительница хоккейной команды «Агидель». Футболистки, выступающие за команду с таким же названием, приготовили специально для нашей программы новогодний сюрприз. Девочки, у нас есть красивая очень елочка, но для футбольной программы нам ее надо нарядить. Девчонки, нарядим елку? Да! Какая она чудесная. Волшебная елка. А теперь самое основное украшение нашей елки. В следующем году мы желаем нашим болельщикам побольше улыбок. Счастья, крепкого здоровья, успеха, побольше забитых голов, благополучия, наших побед, добра, хорошего настроения, счастья, побольше зрелищных матчей. В следующем году будем играть по системе елочка. Футбольный клуб Уфа даешь премьер-лигу. Футбольный клуб Агидель даешь премьер-лигу. Подходит к концу предновогодний выпуск нашего тележурнала о футболе. Как и герои сегодняшних телезарисовок, мы желаем всем вам в 2013 году всего самого хорошего. И поверьте, у нас самый лучший футбольный клуб. Это касается не только тех, кто выходит на поле и делает результат.
Я хочу сказать большое спасибо всем тем, кто постоянно находится за кадром. Всего самого футбольного. Вся наша жизнь игра, и если ты не глуп, ты понимаешь, во что ты играешь. Ведь этот мир как большой футбольный клуб, футбольный клуб, футбольный клуб, футбольный клуб, футбольный клуб, футбольный клуб, футбольный клуб. Поздравляю всех наших болельщиков, футбольных функционеров и всех любителей футбола с наступающим Новым годом. Желаю вам здоровья, счастья, удачи, любви, успехов в работе, новых побед и чтобы футбол стоял всегда на первом месте. Хотелось поздравить и с наступающим Новым годом телекомпанию БСТ и передачу даешь, футбольный клуб Уфа даешь премьер-лигу. Всех с наступающим Новым годом. Спасибо большое. Футбольный клуб, футбольный